Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главной темы выпуска. События года. Рассмотрены будут абсолютно все обращения. В Грозном продолжается работа по подготовке к пресс-конференции главы Чеченской Республики. Какие меры уже приняты, расскажем в нашем выпуске. Спортивный ритм. Состоялось открытие Всероссийского фестиваля студенческого спорта. Он объединил молодых спортсменов из разных регионов страны. Современная технология. Новая техника обеспечит стабильную картинку высокой четкости без перебоев. В Центре дополнительного образования поступило новое оборудование. О возможностях техники расскажет наш корреспондент. В республике идет активная подготовка к важному событию традиционной прямой линии с главой региона Рамзаном Кадыровым. Формируются списки наиболее острых вопросов от жителей, чтобы обсуждение было максимально продуктивным и полезным для решения проблем. Этот формат ежегодно доказывает свою эффективность. Подробнее в материале Медины Мударовой. Мероприятие, где каждый житель региона сможет обратиться к главе Чеченской Республики, запланировано на декабрь. Самое долгожданное событие в Чеченской Республике уже на носу. Ежегодная прямая линия главы региона Рамзана Кадырова. На ней подводятся главные итоги уходящего 2025 года. У людей со всего земного шара есть возможность задать вопрос руководителю субъекта. Рамзаном Ахматовичем поставлена задача услышать каждого жителя республики, и наш министр Ахмед Дудаев держит на особом контроле каждое обращение. Но мы должны понимать, что время прямой линии будет ограничено. Все вопросы озвучить мы не сможем. Соответственно, по поручению Рамзана Ахматовича по окончании встречи эти вопросы будут переданы в администрацию главы республики, затем направлены в муниципалитеты, где главы районов уже на своем уровне будут их рассматривать. Журналисты ведут опросы жителей, собирают проблемные обращения из всех районов и формируют единый список вопросов к руководству республики. Работа ведется в нескольких направлениях: репортажи в населенных пунктах, телефонные опросы и через официальные аккаунты в социальных сетях. В повестке пресс-конференции реальные бытовые и социальные проблемы жителей по всем сферам жизни. Все вопросы будут рассмотрены и решены. Группы спрашивают, что волнует жителей региона. Также это и проблемные, и просто многие жители хотят пожелать удачи нашему главе республики и поблагодарить его за все, что он для нас делает. Обратиться можно как по телефону, так и письменно. Вот такие ящики для сбора письменных вопросов установлены в Грозном, Аргуне, Шали, Гудермесе и Урус-Мартане. Каждый житель может задать волнующий их вопрос и опустить бумагу прямо вот сюда. Рассмотрены будут абсолютно все обращения. Для удобства граждан организовано несколько каналов связи. Обращения поступают каждый день, круглые сутки, со всех уголков мира. Ежедневно мы фиксируем множество обращений, каждое из которого внимательно обрабатывается, чтобы ни одно из них не осталось без внимания. Такой формат позволяет оперативно отслеживать волнующие проблемы людей и поддержать открытый диалог с жителями. Важность проведения прямой линии отмечают и сами жители. В очередной раз у них появится возможность напрямую обратиться к руководителю субъекта. Очень удобно, что этот ящик поставили именно сюда, потому что каждый житель может закинуть свою просьбу или вопрос. И надеюсь, что все вопросы и пожелания будут услышаны и увидены. Каждый житель Чеченской Республики, а именно города Грозного, может обратиться непосредственно напрямую к нашему главе, к уважаемому, задать свои вопросы и, наверное, наболевшее прежде всего. Конечно, положительно, это замечательно, что есть такая идея. Также на связь с Рамзаном Кадыровым можно выйти и в режиме онлайн. Уже сейчас открыты каналы для предварительной регистрации вопросов. В прошлом году благодаря таким обращениям были решены тысячи проблем. За 3 часа эфира глава региона ответил на 46 вопросов. А из более чем 700 обращений ни одно не осталось без внимания. Уже сейчас можно позвонить, отправить текстовое сообщение, а также записать аудио или видеообращение через мессенджеры на номер 8 995 800 01 11. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика.
Состоялась церемония открытия Всероссийского фестиваля студенческого спорта на базе Чеченского государственного университета имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На одной площадке встретились команды с разных регионов России. Далее Линда Джамалдинова. Всероссийский фестиваль студенческого спорта «Универ Спорт Фест» сразу задал планку, которая характерна скорее для уже устоявшихся соревнований. Однако этот проект стартует впервые, и именно поэтому вызывает повышенное внимание и среди участников, и профессионального спортивного сообщества. Чеченская республика под руководством главы региона Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова стала местом притяжения событий и мероприятий самого высокого уровня и масштаба. Рамзан Ахматович уделяет пристальное внимание вопросам развития физической культуры и спорта в регионе и определяет студенческий спорт как важное направление развития отрасли. Наш фестиваль собрал около 400 любителей спорта с высших учебных заведений из самых разных уголков нашей страны. Выбор площадки не случайен. Чеченский государственный университет имени Ахмата Хаджи Кадырова в последние годы активно развивает спортивное направление и участвует в федеральных программах. Инфраструктура Грозного позволяет одновременно принять десятки команд, обеспечить залы и площадки. Для нашего университета особенно важно, что именно в Грозном проходит столь масштабный спортивный проект. Особое значение имеет участие молодежи в новых территориях. Ваше присутствие делает фестиваль по-настоящему единым, формирует атмосферу доверия и сотрудничества. Фестиваль проводится в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта и несет стратегическую задачу – укреплять студенческое спортивное движение, повышать уровень физической подготовки, а также расширять возможности межрегиональных соревнований. Чеченская республика ставит перед собой самые высокие стандарты по развитию студенческого спорта и хочет быть законодателями мод в студенческом спорте. Мы будем повсеместно поддерживать эту инициативу, делать так, чтобы молодежь любила и занималась спортом. Парадом прошли делегации всех вузов. Для собравшихся выступили ведущие творческие коллективы региона. Все команды получили теплую поддержку. Многие из ребят участвуют впервые в столь крупном мероприятии. Для них это выход на профессиональную спортивную площадку России. Гостеприимная Чеченская республика сегодня принимает нас. Ребята с трепетом воспринимают буквально каждое движение. Они уже делятся своими впечатлениями со своими родными, со своими друзьями, одногруппниками. И, безусловно, сегодня в нынешних реалиях этот выезд, он имеет огромное значение для поднятия духа ребят, для веры, для того, чтобы они понимали, что Россия – это страна возможностей и что эти возможности все для них. В дебютный год фестиваль включает в себя 10 направлений: АМ-рестлинг, баскетбол, мини-футбол, бокс, настольный теннис, военно-прикладной спорт, перетягивание каната, спортивное программирование и гонки дронов. География участников обширная. Здесь команды из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также из новых регионов страны. Приехали мы из Донецка. Я очень сильно удивлен масштабу данного фестиваля. Как минимум я увидел тут много уже сильных команд. Думаю, матчи будут насыщенные. У нас направление баскетбол. Наша команда ездит по всей России. Мы покажем достойный уровень. И опять же повторюсь, спасибо за такое масштабное открытие. Программа фестиваля направлена и на воспитательные цели, поддержку традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Новый формат позволил привести на одну площадку студентов с разными интересами, опытом и уровнем подготовки. Площадки Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова готовы принимать участников Универ Спорт Феста. Первые студенческие спортивные клубы в России появились в 1920-х. Сегодня эта история продолжается в Грозном. В соревнованиях по 10 дисциплинам и участии команд из нескольких округов и новых территорий. Линда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская республика. Во второй день Всероссийского фестиваля студенческого спорта участники провели спортивные соревнования в разных дисциплинах, демонстрируя силу, ловкость и командный дух. С места события Рамзан Абоев. Так.
Здесь требуется мощь кисти, мгновенной реакции и отточенная техника. Армрестлинг не просто испытание силы рук, а настоящий спортивный поединок. Абсолютным победителем стал Руслан Джанибеков. Конечно, неожиданно было, потому что буквально позавчера были соревнования в Карачаево-Черкесии, отборная СКФО. Я там поборолся, и с университета поступило такое предложение поехать на фестиваль в Чеченскую Республику. Сюда приехали, встреча была очень классная, все понравилось, на самом деле эмоции прям зашкаливают. Не думал, что так получится выиграть. Первый всероссийский фестиваль студенческого спорта собрал 400 студентов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Среди участников много ребят из новых регионов России. Фестиваль очень классный, очень хорошие условия. В принципе, очень хороший корт. Ребят много, интересно вообще поиграть. Мне очень нравится зал. Насколько я знаю, тут играет еще команда Суперлиги Грозный. И это очень хороший опыт поиграть на данной площадке. Опять же, много разных команд. А здесь уже баскетбол дает эмоции зрителям. Всего в турнире участвует 12 команд. Главная цель неизменно превзойти соперника по количеству набранных очков, забрасывая мяч в корзину. А в закрытом футбольном манеже играет футбол. Всего соревнуются 9 команд. Разыгрывая яркие комбинации, игроки Чеченского госуниверситета демонстрируют профессионализм. Мы 2 игры провели. Первую с Дагестаном 2-1 победили. Там немножко были недочеты. Мы в любом случае были лучше, но могли еще больше забить. Сейчас мы в полуфинале с Краснодаром. Покажем лучшую игру, посмотрим. Среди 10 заявленных номинаций военно-прикладной спорт. Он направлен на военную подготовку. С результатом 1 минута 48 секунд становится Чеченская Республика. Фестиваль проводится в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта. Мероприятие завершится 3 декабря. Рамзан Абуев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В столице открылся первый фиджитал-центр. Это уникальная площадка, где спорт и цифровые технологии объединяются в одном пространстве. В торжественном мероприятии принял участие министр спорта Чеченской Республики Ахмат Кадыров. О важном событии в мире спорта расскажет Турпалали Тайсумов. Фиджитал – инновационное направление в спорте, в котором объединяются цифровые и физические активности. И данная концепция становится одним большим киберспортом. На открытие уникальной и первой на всем Северном Кавказе площадки пришли почетные гости, министр субъекта по физической культуре и спорту и другие официальные лица. В своей речи Ахмат Кадыров отметил, что созданные условия помогут молодым ребятам реализовать свои игровые навыки. Сегодня в рамках Всероссийского фестиваля студенческого спорта мы открываем первый в нашей республике фиджитал-центр. Это событие станет еще одним шагом к интеграции традиционного спорта и современных технологий. Мы придаем особое значение этому направлению, понимая, что именно оно открывает новые горизонты для молодежи и способствует ее всестороннему развитию. В данном центре гармонично сочетаются зоны для хоккея, бокса и киберспорта. Созданные здесь условия позволят молодым талантам развивать свои навыки как в классических, так и в цифровых видах спорта. Мы стремимся создать для нашей молодежи все необходимые условия для достижения высоких результатов во всех отраслях сферы деятельности. Это нам оказывает огромную поддержку глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто приложил усилия для создания этого центра. Уверен, что он станет не только местом тренировок и соревнований, но и площадкой для обмена опыта, общения и вдохновления. Директор общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации Всероссийская федерация фиджитал-спорта, функционально-цифрового спорта Мансур Зарипов выразил благодарность и слова гордости за старт полезной и современной цифровой площадки. Я рад от лица Всероссийской федерации фиджитал-спорта, от лица президента Федерации олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного приветствовать вас в рамках открытия первого фиджитал-центра в Северо-Кавказском федеральном округе в Чеченской Республике. Вы знаете, в действительности программа адаптации действующих спортивных объектов запустилась в этом году. И, конечно, коллеги из Грозненского государственного нефтяного технического университета проявили настоящую волю к реализации этого объекта. И благодаря, мне кажется, руководству, в первую очередь, благодаря Магомеду Шаловичу вам, благодаря вашему упорству, благодаря слаженной работе команды, оперативной работе команды за такой короткий промежуток времени, этот объект стал возможным. Спасибо вам большое за это.
В качестве признания за поддержку в открытии Ахмат Кадыров и ректор нефтяного технического университета имени академика Миллиончикова удостоились дипломов почетных игроков фиджитал-центра. Министр спорта Чеченской Республики вместе с другими гостями ознакомился с условиями, которые предоставятся студентам. А они действительно хороши. Мощные компьютеры, игровые консоли и симуляторы автогонок. Также собравшиеся увидели игровую хоккейную площадку, где можно хорошо провести время с пользой. Данное открытие – большой шаг в мир киберспорта, поделился с нами ректор ГГНТУ Магомед Минцаев. Фиджитал – это все-таки смесь киберспорта с физическим спортом. Конечно, нужен баланс. Для ребят, которые сильно увлекаются киберспортом, я считаю, какая-то физическая активность, но она просто необходима. Это и для здоровья необходимо. И, в общем, в этом плане для меня в понятии фиджитал всегда плюс, что это баланс киберспорта с физическим спортом. Я думаю, все-таки, наверное, то, что объект будет частично и бесплатным, и доступным, это очень хорошо. Я думаю, тут мы найдем хорошую такую модель. Для желающих, у которых нет средств, будет пространство, где они в определенные часы, в определенное время могут себя попробовать в высокотехнологичных видах спорта. Ахмед Беширов – студент первого курса нефтяного вуза. Как видно, он с первого раза хорошо усвоил управление за симулятором. К слову, на экране изображена точная копия трассы автодрома «Крепость Грозная». Руль ощущается очень сильно, вибрирует, как прям настоящая машина. Педали очень хорошо чувствуются. Еще бы научиться играть. Ну а так очень классный аппарат. Из доступных игр использовать можно любую, как одиночную, так и командные. Игры очень интересные и увлекательные. В каждой из них своя цель и стратегия. Это помогает развивать мышление, координацию и внимание. Все, что нужно после напряженного учебного дня. Торпа, Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Более 100 спортсменов сошлись на первенстве Чеченской Республики по греко-римской борьбе. Турнир прошел среди юношей до 18 лет. Соревновались они в 12 весовых категориях. Особенность данной дисциплины в том, что участникам запрещено использовать захват ног и любые технические действия ниже пояса. Главная цель – прижать противника спиной к ковру. А для победы можно выиграть по очкам за 2 раунда или добиться досрочной победы в туше. Первенство Чеченской Республики – один из этапов подготовки наших спортсменов к предстоящим стартам. В частности, на этом турнире мы определяем сильнейших, чтобы потом выставить эту команду на первенстве Северо-Кавказского федерального округа. Греко-римская борьба в Чеченской Республике, она традиционно на высоком уровне не только всероссийского, а и международного масштаба. Я горжусь таким человеком, как олимпийский чемпион Исламбек Альбиев. Он является именно борцом греко-римского стиля. Помимо этого, очень много именно этнических чеченцев выступает в составах сборной не только России и мира на всевозможных форумах. Я хочу сказать, у нас есть и чемпионы мира, и Европы, и призеры, и победители Олимпийских игр. Последний результат за сборную Дании выступал чеченец Бисултанов. Он занял 3-е место, призер Олимпийских игр. В распоряжение образовательного лицея «Квант» поступило новое оборудование. В передаче принял участие министр образования Чеченской Республики Хошбау Дедаев. Технику учащимся направил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Продолжит моя коллега. Сохранить чеченскую речь, сделать ее изучение интересным и естественным для нового поколения – это одни из ключевых задач для системы образования республики. А один из основных инструментов в этом стал новый цифровой учебник «Абат», который в этом году получили все первоклассники региона. Педагоги уже отмечают его преимущества перед обычными книгами. إزياقرنا جودو قوق أخلا بيرشنا أحدو دحيقة أحدو تارا ديك لقدو أتحوش أحقتك يقعها دق لوزر что бейшан терах шадека цуюк лочду. Создание цифровой образовательной среды – одна из главных целей министерства. И следующий шаг в этой работе – оснащение школ всем необходимым оборудованием. Так, для передачи новых умных телевизоров в лицее «Квант» прибыл лично министр образования и науки Хошбау Дедаев. Текущий 25-26 учебный год в Чеченской Республике объявлен годом начальной школы. Такое решение принято не случайно.
Мы пытаемся дойти уже до самых начальных, на самых первых классов, чтобы оттуда уже вести уровень образования и тот эксперимент, который мы для себя и для школы пытаемся выстроить, который должен дать через 10 лет уже соответствующий результат. В рамках масштабной акции регионального общественного фонда имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова современную технику получают учебные заведения по всей республике. Умные телевизоры «Салют» позволяют проводить более наглядные и увлекательные уроки. Проблемы, связанные с использованием проектора в образовательном процессе, хорошо известны. Это малейшее движение может привести к сбою фокусировки и размытию изображения, а процесс настройки часто отнимает драгоценное учебное время. Однако сейчас новая техника обеспечит стабильную картинку высокой четкости без перебоев. Но техника – это лишь инструмент. Важно, как она работает. Поэтому, передав новое оснащение, министр решил проверить уровень внедрения электронного абота в образовательный процесс учеников. Его интересовало все. Удобно ли детям, как педагоги строят урок и нет ли технических проблем. Переписывать вообще, вот, а ли территория художеств? Эффект от внедрения новых технологий виден сразу. Первоклассники с большим интересом слушают преподавателя и интересуются своим родным языком. Я люблю чеченский язык сказать. Нам показывают картинки, игры, физкультуры, еще там показывают нам. Там игра нам показывают, там весело, это уроки, писать весело. Мне нравится очень писать. Однако работа над ошибками – часть любой проверки. Хошбау Дедаев указал на ряд организационных упущений. Администрация школы получила замечания с требованием их оперативно устранить. Вот видите, вот это непонятно. Мы же вот это пытаемся исправить. Как отметили в ведомстве, работа по обновлению школ и контролю за их состоянием в регионе будет продолжена и коснется всех районов республики. Рабиат Гайтиева, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов. Вести Чеченская Республика. С начала года Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора пресекло незаконный ввоз в Чеченской Республике без ветеринарно-сопроводительных документов 17 700 голов мелкорогатого скота, 1150 голов крупного рогатого скота, 76 лошадей, 800 единиц сельскохозяйственной птицы и 36 тонн мяса. Все транспортные средства возвращены в места отправления. Перевозчикам разъяснены требования ветеринарного законодательства в сфере транспортировки животных и продукции животноводства. Рейдовые мероприятия ведомства продолжаются на 4 постах при въезде в регион для недопущения распространения инфекционных заболеваний. В Грозном открылась выставка «Рыбак Камчатки», где были представлены рыбные и грибные продукты со всей страны. Жители региона смогли приобрести разнообразные сорта продукции. Чем зацепила ярмарка посетителей, расскажет Мадина Кураева. Грозный. Торговые павильоны на парковке напротив рынка Беркат. Именно здесь со 2 по 11 декабря работает выставка натуральных рыбных и грибных продуктов со всей страны. Мы приехали с Камчатки, привезли большой ассортимент рыбы для вас. Чевыча слабосоленая, чевыча балык холодного копчения, тунец балык, клыкач горячего копчения, белорыбица, скумбрия холодного копчения, лосось, нерка, горбуша. Приходите к нам, ждем вас. На прилавках десятки видов рыбы. От свежей нарезки, аккуратных филе до красной икры, которую продавцы выкладывают прямо при покупателях. Все натуральное и привезено специально для выставки. Я очень люблю рыбу. Эта ярмарка мне очень понравилась. Здесь очень большое разнообразие разных видов рыбы. Сейчас я буду брать семгу. Очень люблю ее. Всем советую. Здесь очень вкусно. Рядом гастрономический отдел для любителей грибов. Бочковые, маринованные, лесные, сушеные. Продавцы показывают каждый вид. Грибы и ягоды привезли из экологически чистых районов. Мы привезли грибы с Архангельского леса. Это север России. У нас есть ягоды сушеные, есть вяленые, есть варенье, есть иван-чай. Также у нас есть грибы из бочек соленые и есть сушеные грибы, из которых можно
можно сварить суп, пожарить. Соленые грибы – это как салатик. Добавить масло, лук, и получается салат. Эта продукция, я думаю, здесь такая редкая. Ну и это очень вкусно. И самое главное, что это с леса, с Архангельска, именно лесное. Это богато витаминами, минералами и очень вкусно и полезно. Раздел с медом – еще одно направление выставки. Многообразие сортов можно рассмотреть, а продавцы рассказывают, какой лучше подходит для чая, а какой для укрепления иммунитета. Павильоны работают ежедневно до 11 декабря. Яркие сине-белые шатры легко заметить. Они находятся у парковки рынка Беркат. Организаторы уверяют, что каждый посетитель найдет здесь что-то по вкусу. Мадина Кураева, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах или в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.